Че, голову мне сломайте? Успокойтесь. Я спокоен? Вы не спокойны сейчас. Успокойтесь. А вы спокойны, что ли? Я спокоен. Где мои Давай права? пока, Где мои едем. обязанности? Что вы хотите? Я хочу... Права и обязанности ваши. В чем? Увидели, как женщина стучится в стекло. Нет, ёбаный! Ты чё, меня поёб? Сейчас жена отойдет подальше. Давай, отлично. Не военнообязанного, несудимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 прим. 1 и части 1 статьи 318 УК РФ установил. 15 ноября 2015 года, в период времени около 4 часов утра, Филимонова, находящегося в состоянии алкогольного опьянения у дома по адресу Воткинская, Ленинградская, дом 5, возник умысел на управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При этом Филимонов являлся лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в связи с чем лишенным права управления транспортным средством, о чем ему было достоверно известно. Реализуя задуманный, Филимонов, указанный выше период времени, находясь в вышеуказанном месте, действовал умышленно, осознав общественную опасность своих преступных действий, нарушение пункта 2.7 правил дорожного движения Российской Федерации, запрещающим управление автомобилем водителем в состоянии опьянения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, осуществил управление передвижением на автомобиле от дома номер 5, улицы Ленинградской, города Воткинска, до дома 16, по улице Белинского, города Воткинска, тем самым создавая угрозу безопасности дорожного движения. 37 мг на литр. Кроме того, в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения просматривалась видеозапись, произведенная в виде регистратора на установленном служебном автомобиле потерпевшей, которые воспроизведены обстоятельства совершенных подсудимым преступлением. Указанная видеозапись подтверждает показания потерпевшего и свидетеля Косачева о том, что автомобиль под управлением Филимонова пытался скрыться от сотрудников полиции. Автомобилем управлял именно подсудимый, который, находясь в салоне служебного автомобиля, высказывая претензии именно в адрес потерпевшего относительно своего несогласия с фактом привлечения к административной ответственности, акцентируя внимание на личности потерпевшего, с применением физической силы нанес ему удар своей ногой по голове. Указанная видеозапись опровергает довод подсудимого о том, что он неумышленно нанес удар потерпевшему по голове, поскольку не обращал внимания на него, так как тот не осуществлял каких-либо процессуальных действий в отношении него, а также невозможность причинить тем самым потерпевшему физическую боль. Дело такое вывод, суд учитывает, что обстоятельства произошедших событий, отображенных на видеозаписи, а именно факт высказывания агрессивных претензий со стороны подсудимого именно в адрес потерпевшего, в связи с осуществлением тем должностных обязанностей по привлечению Филимонова к административной ответственности и нанесению удара ногой, обутой в обувь по голове потерпевшего во время высказывания таких претензий, свидетельствует об умышленности действий подсудимого и желании причинить физическую боль именно потерпевшему. Окончательно назначить Филимонову наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Дополнительное наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года 6 месяцев исполнить самостоятельно. Срок отбывания наказания исчислять Филимонову с 30 марта 2016 года. Меру пресечения Филимонову до вступления приговора в законную силу избрать в виде заключения по стражу, взяв осужденного по стражу в зале суда. Вещественное доказательство уголовного дела в диск видеозаписи хранить в пределе. Социальные издержки, связанные с оплатой услуг защитника, отнести. Водители, которые уже будучи лишенными права управления, вновь садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения, либо повторно отказываются от медицинского свидетельствования на состояние опьянения, они переходят уже из разряда административные правонарушители в разряд преступники. Напомню, что первый в Российской Федерации приговор по данной статье, связанный с реальным лишением свободы, был вынесен также на территории Удмуртской Республики в 2015 году. Вчера, 30 марта, в районном суде города Воткинска состоялось рассмотрение дела по статье 264 прим. 1, и водитель по совокупности преступлений, в том числе и по 318, получил срок, связанный с реальным лишением свободы, на 2 года 6 месяцев с отбыванием срока наказания в колонии общего режима.